Четвертая донка. Видно, что кто-то укусил. Видать, щука, наверное. Зубы у него остались. Но не попала. Это четвертая донка. Я еще пустой. Пятая, шестая. Шестая с места ушла к берегу. Там, видать, кто-то есть, но в корягах. Уверен, кто-то там есть. И тут тоже щука. Вон она, зубастая попалась. Ха-ха. С уловом, ребят. Вот это да. Долгожданная щука, наконец-то. Прям глотку как-то. Вон она. Не знаю, как вытащить крючок. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Минога живые. Обратно отпускаю всех. От этого они не погибнут. Нож, ребят. Я вот сегодня, в принципе, первый раз пользуюсь этим. Но режет хорошо. Прям отлично. Так что заказывайте. Заказывайте смело. Просто нож. Так и называется он. Ну вот, ребят. Первая щука, наконец-то. Одинарный крючок. Одинарный крючок, вон. Самый простой. И ловит, вон. Поймал щуку. Не надо даже тройника. Без поводка бывает кусает, но... Это ж что, он перешел, что ли, опять? Вот так вот. Он перешел речку. Сейчас еще последняя донка и тучи вон как. Дожди, наверное, начнутся. Это в коряге. Здесь рыба тоже есть, но в коряге он. Все зацепилось. У меня вот тут донка стояла, вон туда ушла. Ну, продольник, не донка, продольник. Вот сюда я ставил. Там очень много коряга. Уверен, там зацеп будет. Пипец. Пипец, пипец. Зацеп капитальный. Зацеп капитальный. И это не вытащить отсюда. Да.
Крупная рыба, видать, была, но он в коряге. Да. Бесполезно, думаю, даже. Просто порвалась. Все. Я не увидел, что там было, кто там был. Я порвал леску. Невозможно его увидеть. Если белая рыба, конечно, можно увидеть, но фиг знает, что за рыбина там. Что-то крупное было, потому что он с грузом, тяжелый груз, и перетащил. Да. Опа. Ладно, ничего не поделаешь, не наша рыба. Короче, ребят, я оставил лодку, иду пешком, иду за подводной видеокамерой. Мне хочется просто увидеть, какая-то рыба сидит, или же, может, рыба уже давно ушла, но надо посмотреть. И это мы все увидим, что там в корягах. Потеряю час времени, но я любопытный, надо посмотреть. Так. Опять переплывает. Что он там оставил? Ладно, сейчас глянем, ребят. Ой. Вроде это грузило. Круглый подшипник. Вон. Так. Еще раз говорю, что очень тяжело снимать под водой. Все время камера куда-то уходит. Не туда, куда надо. Коряги мешают. Да. Вот этот подшипник. Это грузило. Вот от грузила надо мне как-то потихоньку, надо подниматься. Куда-то не туда камера уходит. Опять я леску потерял. Теряю леску. Фиг знает, как лучше заснять. Так. Ветки все время мешают. Самое главное, вот подшипник я нашел. Вон она.
Вот. Прям под лодкой. Вот. Выше начну подниматься, и все теряется у меня. Вот эта коряга. Значит, вот по этой коряге он идет. Где-то вот тут была. Факт, что рыбы нету. Так, еще с другой стороны посмотрю. Так. Ну, здесь тоже такое дно интересное. Ой, блин, ноги устали на корячках сидеть. Вот, ребята, тот самый сучок, вот где поводок, все это дело, вот за что и зацепилась. Обычно как? Рыба попадает, наматывается на какую-нибудь корягу, и у него свободного места, ну, как сказать, мало остается, и он просто вырывает, как сказать, или же крючок ломает, или же поводок ломает, ну вот это рвет. В моем случае вот все это, вот тут все видно. Короче, крутанула рыба за эту ветку и ушла. Это 100 пудов. Это уже я это вижу. Поближе, если невозможно. Ушла наоборот, блин. Быстро теряю. Хотел я еще поближе как-то показать, но и все не получилось. Вон она. Вот. Вот, короче, вот тут. Все, больше не могу приблизить, не отдалить. Вот такая картина. Крючка не вижу. Сломалась или еще что-то там.
Я думал, там увижу рыбу какую-то. Это второй случай уже. Потому что вон она, вот. Крючок, наверное. Блин, не вижу. На компьютере надо посмотреть. Ну, примерно вот так все выглядит. Вот. Короче, рыба ушла. Ну, ушла, значит, возле самого берега, или, ой, дна, что ли, да. Прямо у дна. Где-то грузила должно быть, вон, рыбины мелкие, стайка, плотвы прошла. Я убедился, что, как сказать, рыба ушла, подранок такой получилось. Ну, что поделаешь. Это как на охоте подранка ищу, вот так же и здесь с рыбалкой подранок. Так, ладно. Интересно было посмотреть. Посмотрел, увидел. Убедился, что рыбы там нету. Вины от этого я не чувствую, что, вот, скажем, рыба ушла и оставили так, скажем, с крючком так сидит. Хотя частенько это может быть. Вообще вещь, это видеокамера, конечно. Вообще нисколечко не жалею, что купил. Спасибо МДМ. Или АГМ, или как же. Путаю. С Гонконга подарок, который выслал мне. АМД. АМД, наверное. Ник у него. Вот так. Все, включаем. Все, пойдем сейчас домой. Тулан вон там отдыхает, спит. А, сейчас пойдем к Гаску. Будем черемуху пособираем. Если успеем, еще за черникой надо сходить. Вот так. Надо эти донки по-новому уже ремонтировать, лески поменять. И, как сказать, ой, бля, леску поменять и крючки поменять. Это ржавеют уже. Пошли. Ну нам. Все, донок не осталось. Проверили. Здесь примерно 2-3 метра глубина. Яма хорошая.
Лок? Лок, лок, лок. Пошли. Лок где? Лок, 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 лок. Лок. Ну, сейчас уже меньше бьет лапами. В будущем году вообще тихо будет переплывать. Вот, ребята, весь улов наш. Так, если по сантиметрам 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 сантиметров, Денис. 50. Да, полметра. Ну, нормально. Уху-то нормально сделает. Сварим, вообще капитально уха будет. Вот такая спина широкая. За всю рыбалку, ребят, вот такой улов. Поверьте, старались как могли. И вчера, считай, тоже немало времени мы положили на рыбалку, считай, донки там ставили, и Денис спиннинг кидал вечером. Сегодняшнее утро пару часов тоже бродили. Ну, попалась только одна щука. Вторая рыба непонятно какая была. Ушел с крючком, одним словом. Режет капитально, нож действительно сами точили, заточка ихняя, вот кто продает эти ножи. Не знаю, сколько будет держать эту заточку, но сейчас в данный момент очень даже острый. Туда ждешь, когда поделятся с тобой, да? На, держи. Ну вот. Вот такая рыбина, ребят. И уловчик. Ну, лучше, чем ничего, одним словом. Бывало и ловили по несколько штук на донку попадало. И покрупнее, и язи бывало попадали. Потому что нажива вот этот... Опять я забыл. Как же это чертова яма называется? Минога. На миногу все попадают. Очень хорошая насадка на щуку, на окуня, на язя, на лим, не скажу так. Но вот эти три рыбы обожают.
Вот так. Погода поменялась. Вообще не радует. Дожди начались. Туланчик под столом там спрятался. Вот так вот. Помыл посуду. Сейчас мы поели. Чайник поставил. Ну, не знаю, наверное, он не закончится этот дождь сегодня, конечно. Бесполезно ждать у моря погоды. Да, Тулан? Грибной дождь такой. Спокойно идет, так спокойно. Безветренно. Когда ветер стихает, это надолго может затянуться. Все планы там, блин. Все планы поменялись. Хотели в первую очередь черемуху пособирать. С этой рыбалкой. Пока возились, там бродили. Да. Смотрите, ребята, мы дернули печку. Получается, у нас труба висит вон там. А эту печь я отвезу, чтобы дверцы поставить на навес. И плиту еще немножко, наверное, подправить надо. 2 таких небольших ремонта. И обратно в следующий раз привезем. В течение часа где-то уже... Коля. В течение часа где-то уже сидим. Смотрите, какая лужа уже образовалась тут. И не хотит вообще останавливаться дождь. Не перестает. Вот такая картина на улице. Все затянуло полностью. Сейчас немножко перестанет. И думаю, будем собираться. Хотел хоть грибы, думаю, пособираем, а вряд ли получится сегодня что-то. Тулано спать. Нельзя. Да. Ты под крышей. Вполне достаточно. Тут, короче, мы все уже убрали. Вот как все выглядит на сегодняшний момент. Печку домой везем. Следующий поход обратно установим. Как все это будет, вы увидите. В принципе, спасибо, изба. До следующего раза. В следующий раз приедем снова. Дверь открытым оставлю. Пусть проветривается. Все. Ну и в принципе все порядок тут. Как всегда. Сейчас еще мы сходили вон туда. Начинали, ну, немножко прекращался дождь. Начинали мы черемуху собрать. Вот такое количество собрали. 2 раза компот сварим. Ну, не удалось сегодня, конечно, ягоды собрать. К сожалению. Ничего не поделаешь. Да, сейчас, конечно, дорога будет у нас не такая, как ехали сюда. После дождя там глина. Вообще жесть. Скользко будет, одним словом. Ничего. Нашли по пути гриб. Ого, это великан. Гнилой, наверное. Свежий? А там маленький еще был, нет? Коля. Ничего себе ты. Коля. Ну вот, один есть.
Потихоньку едем, так, наблюдаем. Так. А, вон, да, Денис? Там два гриба. Три даже, вон. Красавчики какие. Нормально. А, 4. Денис, 5. 6. 7. 7 штук. 7 штук тут. Я бы проскочил, я и не заметил. Дома как его, проверим, это зубья уберем, а эта часть-то нормальная. Это вычистим. Иди за пакетом, тут море грибов. Ножки вот гнилые ножки, вон они. Поэтому мы их не берем. А сам гриб-то нормальный. Вон, вон, там еще 2. Тут, между прочим, собирали уже, вон. Ножки-то есть. Этот уже гнилой. Да, все. Этот чистый. 6 штук. 6 грибов. А, вон еще один есть. Это подожди. Да, нормальный. Будем дома нормально почистим. Ничего, семейство тут. Проехали бы и не заметили. Как-то вот Денис увидел. Нормально. Состав вон гриб. Шел. Вот. И там еще впереди один. О, опять. Вон он. Показывает для тех, кто с ножками собирает. Уносят домой, не проверяют вот так. А вон смотрите, что творится. А потом меня строго судят там, блин, что я ножку оставляю. Или еще. Самое главное, крупные и чистые. Интересно. Вот еще один красавчик. Опа. Вон он. Свежий. Чистый. Вон еще, Денис. Мелкие 2 штуки. Вон они. Красавцы. Я. Опс. Да, я возмущусь. Вон они какие. Ну-ка, на. Ты пешком, наверное, иди. Да. Уже набрали прилично, нормально так. И дождик идет. Может, еще выход будет. Все-таки осень на дворе. Хорошо. Лес, тайга дает нам все. Ягоды, грибы. Это и есть радость у нас. В мегаполисах другая жизнь, наша вот такая таежная. Речушка. Любуюсь каждый раз. Представьте, вот тут изба стоит. Окно с видом на это вот все это красоту. А по весне это все залито водой. Вообще класс. Тулана налег. Тишина. Только возле дороги, видать, грибы вышли. Но ничего, по пути пособираем. Нам спешить некуда. Мы сырые уже. Куртка вся сырая. Бездельник лежит, наверное. Коля. Сейчас поедем нормально, да. Коля. Вон Денис уже далеко и опять что-то нашел.
ягодами не повезло, зато грибы пособирали. Темная ночь, только пули свистят по степи. Выше нас сегодня кто-то, машина Нива, она поднялась. Следую. Или на избушку там выше, с пластиковым окном, который избушка. Думаю, ихние хозяева поднялись. Или же просто чернику собирают люди. Ягодники. Так. Сюда белые грибы еще будут выходить. Здесь уже, ребят, волока старые. Вон брусника. Брусника еще белая. Не созрела еще. Где-то месяц еще. Даже больше, 1,5 месяца еще надо, чтобы вот это все созрело. И она стала вкусной. Грибы только возле дороги. Здесь, конечно, ягель, тоже такой сосновый бор, так скажем. Но, думаю, толку от этого нету, если там искать. Здесь только черника. Можно чернику собирать. Но не сегодня. Сегодня мы сырые. Это совсем другой день когда-нибудь. Следующий поход. Хотя бы 5 литров набрать достаточно. Вот смотрите, валежник и сколько лежит. Бери не хочу. Но в стороне от машины и тоже таскать на горбу. Вон. Чем дальше в лес, тем больше этих валежников. Ладно, выходим. Бесполезно, там дальше нету. Выход был возле дороги. В стороне уже чуть в сторону отошел, уже нету. Но дожди, если будут и грибы еще. Видео про сбор грибов еще будет. Вон он далеко уже. Я тут его жду. Там уже начинается плохая дорога. Там не поснимаешь, и грибов там нету. До следующего ягелевого места это где половина пути. Возле реки, там от реки подъем, и там еще небольшой участок. Но основное прошли. Ничего так, на супчик набрали. Или суп сварим, или же с картошкой пожарим. Смотрим. Первый раз нормально, сейчас как-нибудь. Другой раз. Полпакета почти. Ништяк. Все, поедем. Ну-ка, давай, показывай наш улов. Вон он, ребят. Полпакета. Ништяк. Четверть. Меньше половины, так скажем. Вот так вот. Ладно. Сейчас надо основное проехать. Это гнилой участок. Глинистое место. Очередной ягелевый участок. И уже мы нашли грибы. Ладно. Печка гуляет. Шундагам. Не сломал бы. Ну все, успокойся. Не сломал бы ничего тут. Но. Так, ладно, пускай ищет. Тут небольшой участок, где-то метров 300, наверное. Основное прошли, гнилой участок, там где глинистое место. Скользко было,
заднее колесо вперед все время стремится ехать, катиться, одним словом. Ну, проскочили. Самое основное тут уже не страшно. Каждый раз застреваю, поэтому, блин, напряженно. Теряешь время, когда застреваешь там. Вот. Подан мунан. Подан мунан. Ну давай. Поворот здесь. Мне тогда сейчас муна. И дальше отъеду до конца. Ну и буду там ждать Дениса, там придет. О, вон и гриб, ребят. Вот так вот бывает. Остановился и увидел. Вон второй. Несмотря, что возле дороги они чистые. Чистые. И, как ни странно, люди не увидели или не заметили, может. Вон второй. И вон третий. Этот уже все гибель. Этот гибель. Вон еще один. Вот это фартануло сегодня нам. Столько гриба нашли, блин. Это чистить будем дома. 3 гриба. Вон красавцы такие. Вот. Сейчас еще кружок там. Койле, Койле, Койле! Койле! Фоспач! Радостно сидит там. Бездельник. Бездельник, Тулан. А? Мой. Чего? А? Тулан. Тулами. Тулами. Сиди. Койле. Морда такая интересная. Койле. Хорошо, хорошо. Хорошечно. Там еще старый, очень древний гриб. Видите? Витамины где? Вон они витамины. Чуть-чуть. О, гриб. Гриб. Я говорю, на этом пятачке небольшой участок такой тут. Один есть. Опа. О, гнилой. Этот терпимо, этот. Вот. И сначала вот где ножки там и черви вылазят. Возьму этот кусок тоже. Черви мы не едим. Это первое правило у комнарода, настоящих комнародов. У нас есть выбор. Только надо ходить по тайге, искать. Ну, вон, знаете, вот здесь тоже очень много подсада уже. А чтоб там бродить, видите, как сыро. И дождь еще идет. Да, лезть не хочется особо. Поганка вижу. Вообще сыро, блин. Для соления надо тоже пособирать. В ближайшие дни на заречье куда-нибудь надо сходить. Для соления собрать. Обязательно Дениса надо угостить этими солеными грибами. Нет, тут только, как вы заметили уже, и я не раз говорил сегодня, что вот возле дороги только грибы. Именно возле дороги. А чуть глубже, о, Денис уже пришел, глубже заходишь и все, больше нету.
Только возле дороги надо искать. Тут подсада, раньше такого не было. Смотрите сколько. Вот все это. Этого не было. Вот эти молодые сосны сейчас вышли. Ну, поганки. Ладно, раз пришел, задерживаться не станем. Поедем. Ой. Очередной гриб. Уже второй. Там вот где сваленное дерево. Там одного я взял. Тут два даже. И снова грибы появились. Вон он чистый-чистый. И вон второй еще. Черника. Бери, не хочу. Грибы. Вот так вот. Два гриба еще. Два и вон тут еще один. Но это без съемки я уже взял. Ну вот, ребят, будем заканчивать. Вот такой поход был у нас. Поход Щенокос. Не только Щенокос, но и мы, как видели, еще набрали грибов, наловили рыбу. Даже очень удачный поход. И добавить больше нечего. Спасибо вам за просмотры и до новых встреч. Ждите новые фильмы. Пока.